Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А зараз абмяркоўваць будзем с выдатным, просто шыкоўным гостем. Са мной на сувязі рэжысёр, арт-дырэктар беларускага свабоднага тэатра, праграмны дырэктар Creative Politic Hub Мікалай Халезін. Добрый дзень, спадар Мікалай. Добрый день, Зміцер. Спадар Мікалай, я бачу у вас за плячыма вельмі такі натхняльны, можна сказаць, такі антураж. Што гэта, дзе гэта вы? І я так разумею, якраз па тэме нашай размовы пра культуру. Да, я нахожусь в Таллине, ставлю спектакль по своей пьесе, и это очень непривычно, потому что больше года мы не контачили впрямую с актерами, и вот сейчас появилась такая возможность, и это очень такое состояние после локдауна, конечно, очень непривычное, но и очень приятное. Я ставлю пьесу, которая называется Error 403, это ошибка 403. Это пьеса о человеке, который застрелил Александра Тарайковского. И она, предварительная премьера состоится 11 мая в Таллине, а основная такая мировая премьера, она будет 31 мая, и тут обещает быть очень большой состав среди зрителей, очень любопытный, и мне кажется, что это станет событием. Я, во всяком случае, очень хочу на это надеяться. Да, вось я толькі шкадую, што гэта ўсё ж такі ў Таллине, а не ў Мінску, бо патрапіць на прагляд гэтай вашай новай працы будзе даволі праблематычна, скажем так. Ну, я буду повторять ее, то есть не повторять, а делать версию белорусскую со своими актерами. И не знаю, когда это произойдет. Это произойдет в этом году, безусловно. И я думаю, что мы обязаны показать это белорусскому зрителю, поэтому тут даже разговора быть не может. Спадар Мікалай, калі загаварылі ўжо ўсё ж такі пра тэатры, пра тэатр, пра актораў, я вось пабачыў сёння такі ліст на тэлеграм-канале Байкультуры, ён быў апублікаваны. Прадстаўнікі незалежнай дзяржаўнай тэатральнай сцэны Беларусі, якія аднолькава пацярпелі, я цытую, якія аднолькава пацярпелі ад палітычных рэпрэсіяў, звяртаюцца да замежных культурных арганізацый, прафесійных аб'яднанняў і фондаў з просьбай звярнуць увагу на сітуацыю і дапамагчы даступнымі спосабамі. Ну і далей пералічваюцца там рэзідэнцыі для актораў, стажыроўкі, навучанні, майстар-класы і гэтак далей. Вы зараз за мяжой, вы пастаянна кантактуеце з сусветнай замежнай тэатральным эстэблішментам. Яны неяк адгукаюцца, ёсць магчымасці і планы дапамогі беларускім акторам, бо я сапраўды ведаю, што пэўныя акторы, скажем, тыя ж самыя купалаўцы, пэўная частка іх, якія сышлі ў свой час, на сёння у даволі такіх складаных умовах. Дело в том, что мы занимались этим вопросом во все времена, что называется. Да, после того, как мы оказались вынуждены в эмиграции, мы постоянно занимались вопросом по помощи различным белорусским творческим людям самых разных сфер. И это не останавливается и сейчас. Просто сейчас появились еще и другие возможности. То есть после того, как мы объединили свои усилия с Белорусской радой культуры, или как это называлось, Белорусский фонд культуры и солидарности, он станет сейчас Белорусской радой культуры, мы стали работать эффективнее, мне кажется, и у нас появилось шире охват возможности обращаться к различным культурным инициативам. Мне кажется, что это сейчас очень перспективно, это очень важно, потому что культурное сообщество во всем мире сейчас не очень сильно увлекалось помощью друг другу из-за локдауна. Да? Это такая очень сложная история, когда кажется, что вроде бы должны, а что ты сидишь в локдауне, но все равно занимайся общественной работой. Но мы наблюдали, как очень сильно это сказалось на творческих деятелях и на структурах, как
как это придавило вот этот градус оказания помощи очень сильно. И я только потом понял, что это очень такая из области психологии все-таки проблема, когда человек не активен в своей профессии, и он не очень становится активен в общественном, у него есть некое сомнение в своей компетенции. Да? Этот странный фактор, но он работает, безусловно. И это, как говорил Том Стоппард, что как мы привезли его на Брюссельский форум, где он выступал перед политиками, и полностью переформатировал этот форум за счет своего выступления. И мы сказали, что, Том, может быть, ты выступишь еще вот там-то. Он сказал, поймите, для того, чтобы они меня слушали, мне нужно писать хорошие пьесы. Тогда меня слушают внимательнее. Это на самом деле правда. Но я уверен, что сейчас нам удастся все-таки из локдаунов будут страны выходить, и мы сейчас ко времени успеем обратиться к ним с просьбами как раз о поддержке и помощи с белорусским творцам, которые оказались в ситуации очень сложной, потому что на сегодняшний день сворачивается все, закрываются все площадки, которые за последние годы были наработаны, то все в Минске сворачивается, и все грозит перейти в фазу, когда просто будут давать уголовные сроки просто за то, что ты прочитал стихотворение или написал картину. Поэтому тут наша работа должна быть активизирована гораздо, гораздо мощнее, чем это было. Дарэчы, вось добрыя сапраўды словы. Для того, каб мяне пачулі, я павінен пісаць добрыя п'есы. Я вярнуся тут да вашага новага спектакля, над якім вы зараз над пастаноўкай якога працуеце, рэпетуеце, пра забойства Тарайкоўскага. Што вы хочаце данесці? Што вы хочаце, каб пачулі там за мяжой? Я хочу, чтобы в первую очередь, чтобы белорусы услышали, а даже не те, кто зрители за границей. Я в первую очередь писал это для нашей аудитории, для белорусской аудитории. Я попытался, я могу рассказать, как я отправил сразу пьесу нашим актерам и нашим всем сотрудникам Свободного театра. И Света Сугака, которая уже пережила, не помню сколько арестов, там 2 или 3, и которая попала в тюрьму в самое тяжелое вместе с Надей Бродской и с Дашей Андриановой, попали в самое тяжелое время в тюрьму в Беларуси, в самое жесткое. И она прочитала прямо сразу, как я только ей отправил, и сказала: «Я тебя ненавижу». Я спросил, почему? Она сказала, потому что я относилась к этим людям как к неким аппаратам, которые меня подавляют, а сейчас я понимаю, что это живые люди. Что любого силовика мы обязаны рассматривать как живого человека. Да, у нас к ним отношение совершенно особое и совершенно конкретное, но я попытался проанализировать. Вот сейчас, только час назад, я получил перевод на белорусскую мову этой пьесы, которую сделал Альгерт Бахаревич. Я был просто счастлив, он очень высоко отозвался об этой пьесе, и он сделал перевод, практически отодвинув все свои дела, и сделал очень быстро и очень качественно, как всегда. Это важный момент. Мы должны относиться к этим людям со всей нашей критикой и со всей нашей через призму, конечно же, Уголовного кодекса, да, и те, кто совершил криминальные преступления, должны быть наказаны. Но мы должны попытаться понять, что это за люди. Что нужно сделать, чтобы они стали нормальными членами общества, чтобы вот это их отношение к белорусам как к жертвам, которые они хотели бы принести, чтобы это отношение растворилось, и нам нужно в первую очередь подумать о тех, кто придет на их место, кто станет теми самыми силовиками, которые должны стать нормальными людьми, которых мы должны воспринимать, как воспринимают, например, в Британии полицию. Да? Если я не знаю, куда мне идти, то я подойду к полицейскому и спрошу, куда мне идти. Но если я встречу белорусского ОМОНовца, я точно не подойду к нему и не спрошу, как пройти на улицу такую-то.
Поэтому я хочу, чтобы мы поняли, мы поняли, кто они, а они, пусть и шанс невелик, что они эту пьесу прочитают или посмотрят спектакль, но чтобы они поняли, что ситуация у них безвыходна. И это совершенно очевидная вещь. То есть у них сейчас выхода нет. И, наверное, наша миссия, как миссия общества, может быть, это звучит и излишне милосердно, но мы должны им показать коридор, по которому они могут пройти и попытаться исправить свои ошибки. Тацяна Шастак пытаецца, дзе і калі можна будзе пабачыць спектакль. Ну вот на пачатку размовы мы казалі, што пакуль што Мікалай Халезін рэпетуе і будзе ставіць спектакль за мяжой. А у Беларусі, ну вот спадзяецца да канца года таксама яго паказаць. Гэта азначае, што ён спадзяецца, што да канца года у Беларусі нешта зменіцца ў лепшы для творцаў бок. Это правда. Спадар Мікалай, мы з вами падчас размовы ў межах праграмы «Ідэя-Ікс» закранули, прыйшлі да высновы, што любы сцэнарыст, пісьменнік, рэжысёр, ён у пэўнай ступені псіхолог. Можа быць, псіхолог для грамадства, у якім жыве. Вот скажите, вот я до вас зараз вот як да псіхолага, пісьменніка, сцэнарыста, псіхолага звяртаюся. Чулі гэтую гісторыю, як затрымалі людзей дзесьці тут вот у рэгіёнах, якія святкавалі дзень народзінаў, і там пратэсную сімволіку знайшлі, сцяг у іх. Як потым высветлілася, сцяг ім падкінулі. Вот як раней падкідывалі наркотыкі, так зараз падкідваюць бел-чырвона-белы сцяг, каб вот справу завесці і асудзіць людзей. Што гэта? Куды это? Мы чарговае дно пробиваем? Нет, мы уже пробили все те дно, которые нам можно было, мы все пробили. У нас уже больше нет. Все, внизу больше нет дна. Да, то есть только уже путь к норме какой-то. Потому что даже вот эти вот уголовные дела по созданию вот этого заговора и подвалы, вот эти, которые в Гомельской области, я бы не придумал такое. То есть, честно скажу, я считаю, что вот Альгерда Бахаревича книга «Собаки Европы» это на сегодняшний день вот это абсолютно об этом, да. Но даже у него не хватило его невероятной фантазии, чтобы воспроизвести это вот в такой абсурдной манере. То есть уже совсем зачем нужен был подвал в Гомельской области, никто этого не объяснит никогда. Это писал какой-то сценарист из КГБ, у которого просто больное воображение, и вот он так живет вот в таких параметрах. Да? Поэтому дна уже нет. Это просто люди пытаются сейчас продлить. То есть у них одна задача. Им нужно продлить свое существование. Ведь они даже не задумываются о том, что оно все равно закончится. Это не может длиться не то что вечно, это не может длиться даже просто долго. Потому что оно выходит за рамки нормы, оно выходит за рамки нормы даже для режимов типа путинского или казахского. Да? То есть когда уже кажется, там-то точно там автократия абсолютная, да? и они копируют наши ходы, и все копируют, но они пытаются каким-то образом оставаться рукоподаваемыми. А Лукашенко уже нет уже никаких вариантов. Если Байден разговаривает с Путиным и объясняет ему, что за каждое действие будет противодействие, то Байдену с Лукашенко разговаривать вообще не о чем. И это нужно понимать. Никто сегодня из государственных деятелей цивилизованного мира не захочет разговаривать Лукашенко ни о чем. Единственный предмет, который есть для обсуждения, это вариант его ухода без крови. Других нет вариантов. То есть, это о чем говорить? О том, что кредиты дать, или что? Или помочь финансово, или чем? Вот что? О чем можно разговаривать с человеком, который
в принципе, освоил полностью методики Третьего Рейха и движется вот в этом направлении семимильными шагами. Ну, не о чем. Поэтому сейчас весь аппарат, который вот подкладывают флаги, перекрашивают трубы, у всех цивилизованных людей возникает вопрос: вам нечем заняться больше? То есть вам надо покрасить трубу, у вас нет денег, но вы покупаете краску и красите трубу. У вас с головой все в порядке? У меня, когда пришлось с эстонскими актерами очень много рассказывать о том, что происходит сейчас. Они, конечно, люди эрудированные, знают, что происходит в Беларуси, но какие-то моменты были для них там в диковину. И был момент, когда я рассказывал очередную какую-то историю, сейчас уж не вспомню, какую из наших этих днопробивающих историй, и один актер просто выкрикнул: это на какой планете вообще происходит? То есть он в принципе не может поверить, что что история может продвигаться вот так. Но да, она продвигается. И чем более абсурдны действия властей, чем больше флагов подбрасывается в баню, ну, тем быстрее наступит конец. Але глядзіце, мы шмат кажам про тое, што вот гэтыя людзі ставяць так: ну, я просто раблю сваю работу, я ж вінцік вот у сістэме. Але гэтыя людзі прыходзяць і не просто робяць сваю работу, а дакалупваюцца, каб вот нешта знайсці, да нечага дачапіцца. Вот як закрылі, скажем, той же самы сінюю казу ці іншыя там вот такія установы, хабы, якія тут былі, знайшлі, дачапіліся, прыцягнулі да адказнасці там з нацяжкай, все, сцяг подкінуць і все такое. Гэта што, я просто выконваю свою работу? Нет, это такие услужливые идиоты. Это услужливый идиот, это жанр, это амплуа. То есть он думает, что Лукашенко вечен. Он думает, что это будет... Вот ему 40 лет, а Лукашенко там сколько там, 65, да, или там 66. И он думает, что вот еще 40 лет до, там, впереди, да, Лукашенко все еще будет. А он будет также получать свою зарплату, и все будет. Нет, а так не будет. И тебе придется отвечать. И когда разговор идет... Я не говорю там о какой-то мести. Надо сделать все, чтобы не было просто мести. Надо, чтобы все отвечали по закону. Но каждому кто-то придет спросить о том, что он делал. Каждому. Причем это не имеет значения, ты принадлежать будешь к будущей власти или к прошлой, и ты будешь силовиком или ты будешь протестующим. К каждому кто-то задаст вопрос, что ты сделал и что ты делал. И как ты делал, да? И придется отвечать. И вот мне любопытно всегда, как эти люди планируют вот это будущее. То есть они все время оттягивают этот день, когда отвечать придется, но придется. Потому что в истории еще не было случая, чтобы не пришлось. Да? Вот когда когда Моссад отлавливал каких-то нацистских преступников сам их убивал по миру, ведь никто не предъявлял Моссаду претензий, потому что все говорили, это просто они такие требовательные. Они очень сильно требуют за то, что их нацию уничтожали и что нацию убивали. И поэтому они требовательны, а методику они нашли такую. Не в рамках закона, да, согласен, но в рамках работы спецслужб. Да, это такая история. Кто-то, как, например, Эйхмана, да, то есть его просто отлавливали, там, предавали суду. Да, суд. Точно так же, как я просто представляю, каким количеством будет завален Интерпол запросов от новой белорусской власти. И это тоже обосновано, потому что нужно будет, первое, вернуть деньги тех людей, которые их украли. Нужно будет вернуть тех силовиков, которые людей убивали. Нужно, и пусть Интерпол работает. Если он сейчас не хочет принять сторону протеста и ищет отмазки для этого, то потом это придется делать по закону. Поэтому я не хочу быть внутри вот этого лагеря, которому нужно все время будет отвечать.
да, то есть отвечать за то, что он сделал. Я хочу все-таки больше спрашивать, что ты сделал, а не отвечать, что я сделал. Я знаю, что я отвечу на то, что я делаю. А вот им будет, я думаю, сложно. Пол, нік такі у нашага гледача цікавіцца. Скажыце, ці ёсць перспектывы па прыцягненню лукашыстаў па універсальнай юрысдыкцыі да адказнасці і міжнароднае юрыдычнае прызнанне рэжыма тэрарыстычным, як у свой час Ирана? В последнее время я настаиваю на том, что мы должны быть честными. Мы не статусные политики, мы люди, которые просто хотят изменений, и поэтому мы имеем право быть честными, не лукавить. Признание режима террористическим невозможно. Эти варианты все изучены. Притягивание по универсальной юрисдикции возможно, но по разным позициям. Например, на сегодняшний день одной из перспективных, которая может сработать, это принуждение людей к эмиграции. По этой статье это имеет судебную перспективу, и этим занимается одна из британских юридических групп, которая уже, по-моему, 100 кейсов собрала по этому делу. Но просто нужно относиться трезво. Какие-то вещи возможны, какие-то нет. Признание террористической организацией режима невозможно, при том, что он делает все, чтобы это состоялось, но, к сожалению, мировая юридическая система так устроена, что это сделать невозможно из-за того, что на самом деле ведь режим Лукашенко не проводит террористических атак на чужих территориях. Если бы это было подтверждено, тогда, да, возможности такие бы появились. Сегодня нет. Как бы нам этого не хотелось, повторю, и как бы мы не хотели, чтобы ОМОН был признан террористической организацией, на сегодняшний день это невозможно. Это государственная организация, потому что внутри того же ОМОНа любой юрист вам скажет, что там есть люди, которые издеваются, избивают и так далее, а есть те, кто выполняет некие технические функции, и они никакого отношения к силовым действиям не имеют. Точно так же, как и внутри ГУБОПИК. Есть 2 управления, которые ведут такую работу, а есть 3 управления, которые не ведут. И поэтому об этом скажет любой западный юрист, и, естественно, в суде такое дело развалится. Поэтому нам нужно думать о том, как нам сейчас ослабить режим, а потом как нам самим внутри своей страны в судебном порядке преследовать тех, кто нарушал закон. Про тое, як саслабіць рэжым. Скажите, вот культурны супраціў, які мы зараз назіраем, і ваш спектакль, і тысячы песень і вершаў, напісаных за апошні час. Вот это, дамагліся таго, каб не дасылалі, не прымалі дакладней на еўрабачанне гэтых вось баранавіцкіх псеўдарокераў і гэтак далей. І санкцыі. Яны спрацуюць вот гэтым санкцыйна-культурніцкім ціскам. Атрымаецца неяк наблізіць змены? Конечно, безусловно, потому что это ведь то, что чуть ли не там единственное, что у нас есть. Да? То есть это когда мы... вот возьму простой пример. Марголевчук. Человек, который вырос в фольклорной традиции и в оперной традиции, и которая вдруг понимает, что ей сейчас нужно ударить как бы сатирой, и она весь свой талант направляет на это. Это блестящая работа. Объясню почему. Потому что творец, это творец, который универсален, он умеет многое. Она может спеть, и попроси ее спеть внутри рок-эстетики, она споет. Попроси ее спеть внутри диско-эстетики, она споет. Если нужно освоить сатиру и отнестись скептически к той власти, которая есть, она это сделает. Да? Вот это и есть, собственно говоря, такая мощная, очень мощный характер творческой личности, который просто высказывает свою позицию.
Свободный театр все время выслушивал в свой адрес упреки в том, что это вы политический театр, ну, мы просто говорили об актуальном. Мы просто говорили о том, что происходило с белорусами. Если была у Иры Красовской любовь с Толей Красовским, и вдруг внутрь этой любви пришел человек, который убил Толю, да, то есть как бы уничтожив его и уничтожив их любовь, значит, мы об этом говорили, мы рассказывали историю любви, в которую вторглись люди и ее разрушили. Но это никакая не политика, или точнее сказать, это политика, которая бьет нас по башке, которая в нашей жизни, на которую мы должны обращать внимание. Нет запретных тем, нет. И если оперная певица Марго Левчук это понимает, то это должны понять уж точно все остальные, потому что она жила в одном из самых архаичных видов в опере, да, то есть воспитывалась. Поэтому я не считаю, что мы все там внезапно стали политизированными или не политизированными. Просто мы стали воспринимать нашу жизнь в полном ее объеме. И вот Наташа, моя жена, она участвовала в программе знаменитого комика британского Томаса, который делает программу, в которую приходят гости известные, и они приходят с какой-то песней. Они говорят, это песня, которая изменила жизнь. И там были очень многие звезды, и Наташа была приглашена, и она представляла песню группы «Нискис» «Правила». Да, эта песня изменила жизнь. Вот я ведь могу сказать, что и Satisfaction, как в свое время изменил мою жизнь, да, Rolling Stones. Но сегодня мою жизнь поменяла песня группы «Нискис». Почему? Потому что я увидел, как эта песня переформатировала там мой народ. А это значит, что она переформатировала во многом и мое состояние, и мое отношение, потому что тот скепсис, который у нас у всех присутствовал, когда мы говорили, а белорусы могут стать реально как украинцы, да? Нет, оказалось, что мы можем стать круче. Оказалось, что мы можем просто методично бороться за свою свободу и не отступать, даже когда какие-то космические уголовные сроки, избиения и даже убийства. Поэтому искусство на сегодняшний день заняло ту строчку в нашей жизни, которую оно должно было занять. Оно стало определять что-то. Оно не стало просто быть развлечением, а стало одним из элементов определения нашей нации. Поэтому я очень хорошо к этому настроен, и мне кажется, что у этого есть очень большие перспективы, в том числе и в мировом контексте. Святлана Тихановская вот зараз падчас адной са сваіх замежных сустрэч сказала: я не бачу імкнення рэжыма пайсці на перамовы. Каця, вот вы асабіста верылі ў тое, што рэжым пойдзе, ці прадстаўнікі нейкія рэжыма пойдуць на нейкія перамовы с оппонентами? Я и сейчас знаю, что они пойдут. Я сейчас знаю. Только это нельзя воспринимать как некий факт, который вот прямо сейчас, завтра свершится, и все. Это процесс. Но без переговоров ничего не обойдется. Одни переговоры – это будут переговоры Лукашенко о том, куда ему деваться. Я не знаю, с кем он их будет проводить. У него есть шанс проводить их с серьезной группой мировых политиков и общественных деятелей. Пусть даже это будут и в закрытом режиме переговоры, но у него есть пока этот шанс о своем будущем. А может быть, он будет проводить переговоры с Владимиром Путиным о принципах своего ухода. Он их уже проводит, кстати. И они уже идут, эти переговоры. Идут прямо с августа прошлого года. О том, как безопасно перейти экономически, будут тоже переговоры. Но в каком-нибудь формате, скорее всего, это, с одной стороны, будут представители штабов. Я говорю о штабе Светланы и о НАУ Павла Латушко и о различных центрах, откуда нужно будет привлечь людей. А с другой стороны, наверное, будут представители там правительства или
ну, вряд ли парламента, но правительства, да, нынешнего, чтобы обеспечить нормальный переход и с меньшими потерями. Но эти переговоры будут, они будут самых разных форматов, самых разных. Это одновременно будут переговоры внутри протестного движения. Потому что многие захотят получить гарантии того, что это все не уйдет в песок, и что мы должны получить право на достойную жизнь, в том числе в переговорах со своими же лидерами. Поэтому переговорный процесс это не просто процесс переговоров Светланы Тихановской с Александром Лукашенко. Такого формата на 99,99 не будет. Форматы будут разные, они какие-то уже начались, какие-то в стадии зачатка, но, безусловно, мы будем жить какой-то промежуток времени в периоды переговоров, самых разных. Зараз перыядычна чую пра нейкі дзень X, які рыхтуе там нейкая група, агучвае Ольга Карач, вот кажуць пра вот спыніць краіну ўсю. Вы разлічваеце на тое, што гэта можна зрабіць? Ну, это такое разного рода писатели-фантасты высказывали самые разные варианты развития будущего, да, футурологи. Вот День Икс — это какая-то такая молитва, которую я не воспринимаю в силу того, что не будет никакого Дня Икс, нет никакой тайной группы, которая что-то делает архиважное где-то там за нашими плечами и в тиши каких-то там тяжелых занавесей. Нету такого. Это все процесс. И какой-то день, когда там Александр Лукашенко сядет на скамью подсудимых или убежит, или договорится о своем уходе бескровном, он может наступить, но не нужно называть это каким-то днем X и давать ложные надежды людям. Давайте будем оставаться честными. Давайте говорить правду, да, что нет. Вот мы наблюдали сейчас господина Зиньковича, который вот он с каким-то своим тоже днем X нам пытался рассказать свою историю. Но не нужно из этого, это какая-то попытка обмануть всех, неизвестно ради чего. Потому что ничего впереди вот такой интриги, каких-то высадки каких-то специальных людей в черном, которые вдруг на 150 джипах захватят резиденцию, ну, это такой бред сивой кобылы. Потому что если мы останемся честными, то мы поймем, что мы сейчас приближаем изменения, которые никогда не наступали в один день. Они даже во время Октябрьской революции, хотя нам рассказывали, что 7 ноября выстрелила пушка, и что-то там произошло. Ничего не произошло. Это был плод сотрудников писательской среды, которые потом это описали как вот такую вот романтическую историю. Нет, это процесс. И нужно понимать, что для нас сейчас, наверное, самый актуальный философ — это Гегель, да, что истина есть процесс. Вот процесс может привести к чему-то, а надежда на какой-то день Икс, что 9 мая выстрелит пушка и снесет голову Александру Лукашенко, нет, этого нет. Мне тут вот пишут якраз такі да майго пытання, якое я да вас рыхтаваў, але тут пишуць: Лукашук учора Воскресенскі сказаў: Лукашенко раўно Беларусь, калі змагары не усупакояцца, то Лукашенко, канешне, сыдзе, але Беларусь стане губерніяй России. Прокоментуйте. Ну, конечно, Воскресенскі гэта, можна сказаць, пророк, і такая то, что сказаў Воскресенскі, гэта толькі молиться на гэтыя словы, яны абавязкова збудуцца. Про тое, что Лукашенко раўно Беларусь, это мы чуем і ад яго, і ад яго адэптаў. Тут нічога каментаваць нават не трэба. Я да вас, Миколай, з іншым пытаннем. Вы сказали про перамовы Лукашенко і Путина, про яго сыход. Зараз мы чуем про тое, что толькі дзве яшчэ дарожныя карты там засталося нібыта так узгадніць, і ўсё ўжо будзе гатова. Ці не стане вот вынікам дамовы по таким спакойным сыходзе паглынанне Беларусі ці страта Беларусі суверэнітэты?
Хорошо, что другой вопрос, потому что я не знаю, кто такой Воскресенский, и, наверное, никогда уже и не узнаю. А, Счастливый вы а если, человек. а если говорить о взаимоотношениях Путина и Лукашенко и попытке выстроить контекст, то есть одна серьезная проблема. Она одновременно является проблемой для Путина, для Лукашенко и для нас. И в разных степенях. Да? Все попытки создать некую стройную систему, стройную программу перехвата Беларуси у Лукашенко со стороны Путина не увенчались успехом. Потому что все эти проекты торпедировал Лукашенко, торпедировал успешно. Все «Титаники», которые подплывали от России к берегам Беларуси, все утонули. То есть все попытки Кремля оказались на дне Свислочи. И если кто желает, может там одеть водолазный костюм, полазить и найти там эти проекты. Но Лукашенко не создал параллельно и своего проекта. То есть у него нет на сегодняшний день никакого варианта остаться у власти. Вопрос только сроков ухода. Потому что к его сохранению власти не располагать ничего. Ни экономика, ни политика, ни отношения с Россией, с Кремлем, точнее сказать, ни отношения с собственным народом, ничего не предполагает его продолжение. А для нас это открывает некое окно возможностей, потому что они не достигают ничего. И даже все эти дорожные карты, ну вот у меня все время ассоциации, когда произносят, что есть дорожные карты с Россией, у меня какая-то в голове какая-то колода карт Таро, которые раскладываются, а там есть висящий за ногу человек, там есть какие-то злодеи, какие-то коллизии. И я не вижу никаких этих дорожных карт, что они продвинут это союзное государство. Просто в силу того, что да уже 30 лет это союзное государство создается. 30 лет. И никаких перспектив у этого нет. Просто в силу того, что оно создается не по правилам. Да? Вот Евросоюз создавался по определенным правилам. Все хотели экономических свобод. Все объединились, и все получили эти экономические свободы. И человек из Болгарии может работать в Германии без всяких проблем. Да, зарабатывать деньги и отправлять их в свою Болгарию. Или накапливать их в Германии. Да? Но для того, чтобы создать такую структуру из наших стран, это невозможно. Просто в силу того, что эти страны, они даже ведь поддерживают разные сегменты своего же альянса. Да? То есть Лукашенко на стороне Азербайджана в войне, а Путин на стороне Армении в войне. И все они входят в ОДКБ. То есть более абсурдные ситуации геополитически невозможно представить. Вот внутри Евросоюза такое быть не может по определению. Поэтому я не очень понимаю, зачем мне рассказывать все время про эти карты, потому что, ну хорошо, вы их примете, но власть сменится. Ну, каким-то образом она сменится, да, когда-то, да. И пришедшая власть скажет: ребята, кто эти карты подписал? Скажут: ну, человек, который узурпировал власть. Ну, вот сейчас его ищут по миру через Интерпол. Он убийца, он вор, там, и так далее. Пишешь: отлично. То есть он подписал эти карты, которые я должен исполнить. Ну, это абсурдная ситуация. То есть она не имеет логического продолжения. А значит, вокруг нее всегда будет война. Всегда. То есть, поэтому лучше было бы эти карты спрятать все-таки в стол, да, и начать какой-то более перспективный диалог, какой-то более реалистичный, скажем так. Зразумела. Ну вось пытаюцца ці ўдарыць санкцыі Англіі па нефтянцы беларускай. Коротко, калі можаце, адкажыце, бо трэба ўжо ўсё ж таки нам развітвацца з вами, у вас працы шмат.
Британские санкции сейчас ни почем не ударят, потому что Британия находится в арьергарде, она не является авангардом процесса. Да. На сегодняшний день американские санкции могут что-то решить, они вступили, и они, естественно, первое, почему ударят, это по нефтепереработке. Дальше мы посмотрим, как будут обстоять дела с попытками белорусов и россиян обходить, я имею в виду представителей Кремля и лукашенковской администрации, как обходить эти санкции и как обходить ситуацию с паспортом продукта, с перечислением средств, с оплатой, с транспортировкой. Вот это мы все сейчас будем наблюдать и договариваться с нашими американскими партнерами и партнерами из Евросоюза, как корректировать так, чтобы обойти это все было невозможно. В том числе и разговор, это касается кошельков, то есть как ударить так, чтобы все они замерли, да, в своем в предчувствии своей смерти своего бизнеса. Это долгий разговор, и я думаю, что он все-таки очень специфический и специальный, но работа ведется всеми, поэтому эта работа пока в ожидании 4-го пакета мы относимся с сдержанным оптимизмом, потому что нас уверили, что Евросоюз и США пытаются сделать этот удар максимально эффективным, но оптимизм все-таки сдержанный, поскольку мы увидим результаты, и тогда мы будем иметь свое отношение к этому. И мы его непременно выскажем, будет оно положительным или будет оно отрицательным. Дякую вялікі. Ветэран ГРУ піша Халезін аптыміст, і я в прынцыпе вельмі рады таму, што Халезін аптыміст, бо вельмі шмат песімістаў апошнім часам вакол, аптымізму нам не хапае. Дякую вялікі. Мікалай Халезін, Зміцер Лукашенко. Дякую, Зміцер. У сумесным праекце Еўрарады і Е-прамовы.